В летний период в некоторых населенных пунктах региона наблюдается дефицит воды. Тему обеспечения населения водой подробнее обсудим с руководителем ГУП «Единый оператор региона» в сфере водоснабжения и водоотведения Мусой Курсаевым. Он сейчас в нашей студии. Мусай Магомедович, ассаламу алейкум. Приветствую вас в нашей студии. Сейчас в связи с аномально жаркой погодой население больше использует воду. И сейчас ощущается ее дефицит. Как решается эта проблема? Как вы сказали, да, у нас летний период наблюдается дефицит воды, особенно вот эти вот несколько дней. Вчерашний день, сегодня у нас выше 40 градусов тепла. Ну, у нас у водоканала нет выходных и каких-то праздничных дней, особенно летний период. Мы работаем, стараемся, чтобы население получало бесперебойно воду. Однако при такой аномальной жаре определенные улицы, определенные сельские поселения при случае авариях, естественно, у нас остаются без воды, но не более суток в основном, так, чтобы отсутствовала вода, а то и меньше. А в каких районах наиболее ощущается отсутствие воды? Знаем, что у нас эта проблема не новая, из года в год она у нас повторяется, особенно летом. У нас есть динамика, я ее озвучу. Но основная проблема у нас Псидах и Нырки и часть Сагапши. Почему я говорю часть Сагапши? Потому что основная часть, более 85% сельского поселения Сагапши, оно сидит на прямой линии, у них стабильно есть вода. Какой-то процент, несколько улиц, я даже могу озвучить, улица Южная, Джабагиева и Орджоникидзе. Вот основная проблема в сельском поселении Сагапши. Ну, туда производится подвоз воды. Ну и южный, можно сказать, там процентов 60-70 имеется стабильное водоснабжение, вот остальные 30-40% бывает перебой. Ну и, как я сказал, это максимум там, от 10 до 15 часов возможно. А так, в основном, тоже поставляем воду. Буквально сегодня были жалобы от жителей второго микрорайона Малгобека, жителей Карабулака и район за каналом Назрани. Как там обстоят? Ситуация второго микрорайона. Вот вчера буквально вот проводились какие-то работы газовой структурой в сельском поселении Сагапши. Они там нарушили нашу основную разводящую магистральную линию. И вчера на целый день была отключена вода, они производили ремонт. После окончания их работ географически Сагапши, оно расположено намного ближе к насосной станции, так как пока шло накопление воды в разводящих сетях Сагапши, второй микрорайон вот сегодня, вот где-то с 10-11 часов, вот она, ну, там не было воды, но вот буквально часа два как туда начала поступать вода, и в районе 9:21:00 там полностью будет вода. В втором микрорайоне. Касаемо Карабулака, в Карабулаке у нас есть улицы, особенно вот улица Зязикова у нас есть. Вот там ночное время только вода, но там сложности в самой разводящей сети города. Как вы знаете, мы деятельность начали с 1 августа и полностью масштабно произвести какие-то изменения в разводящих сетях мы не успели, но то, что мы успели, в переулок Фрунзе, улица сама вот Фрунзе, вот там уже у нас есть улучшение с водой. А с чем это связано? Это связано с ветхостью сетей раз и вот окольцовка. Вот мы, как вот наши специалисты, вот недовольны тем, какая окольцовка непосредственно в самом городе. Так как разводящие сети до 1 августа, до начала нашей деятельности, там работала администрация. И помимо этого нарост населения. Когда вот строилась эта разводящая сеть, ну, наверное, раза в 3, наверное, увеличился город Карабулак. Вот в связи с этим такие проблемы. А жителям, которые сейчас остались без воды, подвозят воду? И как налажена эта работа? Эта работа налажена. Есть группа, где администрации дают заявки, где нет воды. Также наш специалист от водоканала одабривает эту заявку, и в основном они работают. Ну, насколько мне известно, это в основном 2 машины там в Инарках работают, и в Сагапшах одна. Ну, одним словом, эта работа тоже налажена. Подвоз воды производится. А насколько быстро вы реагируете на жалобы жителей? У нас есть централизованная диспетчерская служба, есть номер телефона. Как только поступает звонок, соответствующий по регламенту, он направляется
в той или иной район или город. И мы реагируем. Как я изначально сказал, у нас нет выходных, дежурная бригада всегда наготове. Даже сегодня более 10-15 аварий вот за сегодняшний день нами устранено. Ну что ж, на этом все. Благодарю вас за интервью. Спасибо. Спасибо вам тоже.